Центр национальных видов спорта Мадун на 2 дня превратился в центр корейского национального вида спорта тэквондо. К сожалению, сами родоначальники этого боевого искусства, корейцы, не приняли участие в турнире по тэквондо. Поэтому все спортсмены одинаково имели шанс на золото. Победитель первенства Республики Якутия Евгений Дичковский в весовой категории 55 килограммов смог добыть золотую медаль. В финале ему попался темпераментный парень из Ирана Абольфази Якуби Джуйбари. Спортсмены оказались до того равные по уровню, что даже судьям было тяжело выбирать чемпиона. Но Женя все-таки вырвал заветную победу буквально на последних секундах. Соперники никак не соглашались с результатом боя. Но что поделаешь, в спорте 2 чемпионов не бывает. Им пришлось довольствоваться серебром. К слову, Женя из семьи врачей. Травматолог папа и функциональный диагностик мама были не против занятий своего ребенка таким видом спорта, как тэквондо. Очень, как сказать, напряженка очень сильная, обстановка напряженная. Как бы друг друга боимся, не можем зайти, поработать. Да, чувствовал облегчение, то, что все уже закончилось. В отсутствии на турнире законодателей тэквондо корейцев в лидерах соревнований числились не только российские спортсмены, но и тайские. Среди девушек весовой категории 63 килограмма в финал вышли призер спартакиады России. Среди школьников Валерия Комиссарова из Красноярска и чемпионка Таиланда Порнрак Кайсарн из Бангкока. Поединок представительниц прекрасной половины человечества порой бывает намного жестче, чем мужской. Так и получилось здесь. Девчонки соревновались до последнего. В итоге чемпионкой турнира стала Кайсарн, девушка с родины Муай-Тай. Все-таки не зря она дочь тренера по тайскому боксу. Я горжусь тем, что представляю Таиланд. Наши спортсмены всегда занимают призовые места на крупных соревнованиях по тэквондо. И я очень счастлива, что именно я стала чемпионкой. Раньше папа тренировал меня по тайскому боксу, и поэтому я научилась быть сильной. Никогда не была в Якутии и очень удивлена белыми ночами, но соскучилась по дому и родным. Соревнования по тэквондо закончились за 2 дня турнира, что прошли стремительно быстро. Участники стали не только соперниками, но и друзьями. А мы будем надеяться, что кто-нибудь из них будет защищать честь своей страны на Олимпийских играх.